Доброе утро! На календаре 25 ноября и сегодня долгожданная пятница. Последняя рабочая неделя в этом ноябре. Конечно, эта неделя прошла плодотворно, наверное, для многих из вас. А благодаря нашей утренней программе вы узнали много чего интересного, но и сегодняшний день тоже будет не менее интересным и познавательным. И мы сегодня с вами поговорим на такие интересные темы, как, например, сегодня проходит День Аланхо. Как отмечается эта знаменательная дата и вообще о возможностях Аланхо мы поговорим сегодня с нашим утренним гостем из научно-исследовательского института Аланхо Северо-Восточного федерального университета. В рубрике «Полезный завтрак» сегодня мы научимся готовить яйцо Бенедикт с ветчиной. Ну а далее, конечно же, будут у нас обязательно новости из мира животных и узнаем, правда ли память короткая у тех самых маленьких рыб. Коллеги наши из Хангаласского улуса также работают ежедневно, и сегодня они подготовят для нас материал по мобильной грамотности среди населения. И традиционно пятничный выпуск мы завершим музыкальным клипом. Конечно, все это будет в ближайший час. Напоминаем вам, что мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть уникальная возможность отправить свой привет, либо поздравить своих близких с каким-либо знаменательным событием. Для этого вам нужно будет отправить как можно быстрее ваше сообщение на наш WhatsApp номер, либо на Telegram-канал. Telegram-канал работаем 24/7. Можете сделать заранее, отправить свое сообщение, допустим, с вечера. Ну а мы работаем в прямом эфире с 7 до 8 утра на телеканале Якутия-24. Поэтому успевайте, дорогие друзья. Ну и как всегда, начинаем мы наш эфир с рассказа о погоде. Температура воздуха на 6 часов утра в центральных районах была на отметке минус 43 градуса. В Заречной группе 45-30 градусов ниже 0. В южных районах 42-32. В Вилюйской группе 40-37 со знаком минус. В Нижнеленских до минус 44. В западных районах 37 ниже 0. В Колымо-Индигирской группе улусов 42-28 градусов. В Янских районах 44-35 со знаком минус. На северо-западе до минус 40. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 40 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем слабый снег. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 30 градусов. И сегодня мы начинаем наше утро с полезного завтрака. Ведь именно завтрак – это самая важная трапеза за весь день. Именно завтрак поможет себя чувствовать лучше, зарядит тебя энергией и настроит на продуктивный день. И сегодня мы с вами попробуем приготовить яйцо Бенедикт с ветчиной. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я, шеф-повар Дыбов Илья, шеф-повар ресторана Абу-Даби, буду вам готовить яйцо Бенедикт с голландским соусом и жареным хрустящим беконом. Для этого нам понадобятся яички, хлеб чиабатта, соль, перец, лимон, бекон и растопленное сливочное масло. Для начала я поставлю водяную баню, так как соус мы будем готовить именно на ней. И теперь ждем, пока вода у нас не закипит. Ставим миску. Здесь я уже заранее растопил сливочное масло. Теперь нам нужно 3 желтка. Все, теперь нам нужно добавить уксус. Уксус у нас именно этому соусу придаст небольшую кислинку и очень приятную консистенцию для именно этого соуса. Бальзамического уксуса я беру совсем немножко, где-то примерно 1 столовую ложку. Этот соус нужно постоянно мешать большим венчиком, так как этому соусу нужно очень много воздуха, чтобы он не отслоился от масла. Если у вас соус уже загустился вот до такой консистенции, все, можно потихоньку вводить сливочное масло. Сразу огонь я убавляю. Для начала нужно ввести пару столовых ложек, чтобы у вас соус в единую массу смешался. Делать это нужно быстро, чтобы у нас не получилось расслоение. Все, соус у нас готов. Он должен быть вот такой вот густой. Все, мы теперь его убираем в стороночку. Теперь нам нужно кусочки чиабатты
Я нарезаю 2 штуки. На сковородку наливаем оливковое масло. И сейчас мы будем поджаривать вот эти красивые ломтики ветчины. Обжаривать их тоже лучше на минимальной температуре, так как они должны маленько засушиться и быть хрустящими. Багет поджаривать после бекона на этой же сковороде. Так он впитает в себя весь вот этот вкусный сок, который оставил после себя бекон на сковородке. В этом завтраке можно использовать все, что вам угодно. Например, вместо бекона брать ту же самую рыбу. Добавлять овощи любые, авокадо, томаты, огурцы, все, что вашей душе угодно. Все это будет очень вкусно, ярко. Все, бекон до такой вот степени поджарился, мы его выкладываем на тарелочку, чтобы наше маслицо лишнее стекло. Все, посмотрите, до такой степени мы поджарили хлеб. Мы его убираем, пока он нам не нужен совсем. Для приготовления яйца пашот нам понадобится также винный уксус, так как если вы будете готовить яйца без уксуса, то просто у вас весь желток разлетится, так же как и белок. А если вы добавите уксус, то сразу же желток моментально схватится, и это придаст яйцу небольшой вкус. Кладем 2 тоста, на него бекон, и сверху выкладываем яички. Соус у нас тепленький. Теперь нам остается только вот этот соус вылить на яйца. Лучше всего это сделать с первого раза, чтобы у нас полностью покрылось все яйцо. Наш завтрак яйцо бенедикт с хрустящим беконом и голландским соусом готов. Все это можете вы приготовить дома, так что приятного аппетита! Хотелось бы поблагодарить наших коллег из города Неринги, потому что этот материал был снят там. И я думаю, именно благодаря этому рецепту мы с вами можем вкусно, а самое главное, сытно и полезно позавтракать. А почему бы это не сделать сегодня? Ведь именно сегодня для многих из нас потребуется тот самый заряд энергии. Ведь сегодня отмечается Международный день шопинга. И в честь этого праздника многие торговые центры проводят различные акции. Одна из них – это известная «Черная пятница». И, возможно, сегодня вы после рабочего дня побежите по магазинам, поэтому не забудьте, пожалуйста, сытно и вкусно позавтракать. А ужин можно оставить и на завтра. И какие же еще сегодня даты и события отмечаются, узнаем сегодня. На календаре 25 ноября. Сегодня Черная пятница, а также Всемирный день отказа от покупок, День российского военного миротворца, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, а в Якутии сегодня отмечают День Аланхо. По народному календарю Иван Милостивый. На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы. Этот день в истории. В 1339 году завершилось строительство дубовых стен Московского Кремля. День изобретения динамита. В 1918 году в этот день венгерская пацифистка и суфражистка Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом. В 1935 году, 25 ноября, в Советском Союзе учрежден орден «Знак почета». В 1942 году в этот день подписано Советско-французское соглашение, положившее начало формированию знаменитой эскадрильи «Нормандия-Неман». В этот день родились Лопе де Вега, испанский драматург, поэт и прозаик; Александр Сумароков, русский поэт и драматург; Николай Пирогов, русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик; Карл Бенц, немецкий изобретатель автомобиля; Николай Вавилов, русский генетик, селекционер. Также родился Анастас Микоян, советский государственный политический деятель; и Нонна Мордюкова, советская российская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза. Именины сегодня у Матвея, Николая, Афанасия, Льва, Константина, Степана, Ивана, Владимира, Дмитрия, Даниила, Бориса, Александра и Федора. Забегая вперед, хочу сказать, что сегодня отмечается не только Международный день матери, но и множество других праздников. Ну а в это воскресенье мы будем отмечать День матери, ну а также День профсоюзного работника. И в преддверии этого дня сегодня Федерация профсоюзов Республики пройдет праздничное мероприятие, где состоится чествование 100 лучших председателей первичной профсоюзной организации. В числе лучших профсоюзных лидеров республики и наша утренняя гостья. Это Ирина Николаевна Лылова. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать на утренний эфир. И, конечно, в первую очередь мы поздравляем вас с профессиональным праздником. Спасибо.
Вы находитесь в числе лучших, да, значит, профсоюзных лидеров республики, да, и представляете профсоюзную организацию Нерюнгринской центральной районной больницы. Расскажите немного о вашем коллективе. Ну, в Нерюнгринской центральной районной больнице на сегодняшний день работает 1664 сотрудника. В первичной профсоюзной организации состоит 1060 работников. Врачебный состав составляет 227 человек. Из них в профсоюзе состоит 121 человек. Средний медицинский персонал составляет 693 человека. В профсоюзе состоит 480 человек. Младший медперсонал и прочий персонал составляет у нас 592 человека. Из них также состоит 459 человек в первичной профсоюзной организации. Отличные цифры. То есть в профсоюзе состоит большая часть коллектива? Ну, половина, большая часть коллектива состоит в первичной профсоюзной организации в нашем числе. Но расскажите немного о сотрудничестве профсоюзов с руководством. Как проходят ваши переговоры, какие вопросы больше всего волнуют ваших коллег? Ну, сотрудничество и взаимодействие среди работодателей и профсоюза является, конечно, самым главным звеном, и это является социальным партнерством. Так как социальное партнерство и строит именно регулирование трудовых отношений среди работников. Поэтому у нас создан коллективный договор, который утвержден и действует на всех работников Нерюнгринской центральной больницы. Непосредственно коллективный договор и создает социальное партнерство между работодателем и работникам. Именно в нем оговариваются положения по оплате труда, проезд в отпуск, дополнительные дни к отпуску за вредные условия труда, внутренние правила, соглашения по охране труда и все, что регулирует непосредственно отношения наших работников и работодателя. То есть за всем следит профсоюз и во всем помогает, да? Исходя из вашего опыта, что необходимо сделать для повышения все-таки результативности профсоюзной организации и вообще всего профсоюза в целом? Ну, исходя из опыта, хотелось бы сказать, что необходимо, конечно, постоянно укреплять профсоюзные ряды, утверждать и укреплять авторитет и имидж нашего профсоюза. И не только в целом, но и хотелось бы, конечно, каждого члена нашего профсоюза. Проводить информационную работу и доводить каждую информацию для каждого члена профсоюза. Тем более интернет-ресурсы у нас сейчас развиты очень хорошо. Ну и, конечно же, обучать наш актив, обучать наших членов знаниям непосредственно по защите трудовых интересов. Мы продолжим эту интересную беседу сразу после небольшой паузы. Мы вернемся совсем скоро. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Женщины Хангаласского района поддержали республиканскую акцию «От мам Якутии с любовью». Ее инициатором является вице-премьер региона Ольга Балабкина. В рамках акции женщины шьют теплые вещи и экипировку для отправки землякам, принимающим участие в спецоперации. При этом каждая вещь отмечена названием акции. К слову, жительницы Хангаласского района практически с первых дней объявления частичной мобилизации начали активно мастерить аптечки, теплые носки, КНЧ, сидушки, балаклавы, которые собрали в одну большую посылку и отправляли в республиканский штаб сбора помощи «Якутия с тобой». И следующая наша посылка от матерей Хангаласского района будет отправлена с такими нашивками. Пускай тепло рук наших женщин согреет в трудные минуты наших граждан. Родители детей-инвалидов смогут получить 24 дня дополнительного отпуска. Соответствующий закон Госдума приняла накануне. По действующей норме Трудового кодекса родители, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на 4 дополнительных выходных дня ежемесячно. После вступления документа в силу такие сотрудники смогут в год брать до 24 оплачиваемых выходных подряд. Дополнительные выходные позволят родителям детей-инвалидов планировать лечение, реабилитацию и отдых ребенка, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вирусологи из университета Экс-Марсель во Франции реанимировали в лабораторных условиях 7 древних вирусов, извлеченных из вечной мерзлоты в Сибири. Самый молодой из этих вирусов был заморожен в течение 27 тысяч лет, а самый старый находился во льду 48,5 тысяч лет. По словам ученых, современное потепление климата заставляет ледники и вечную мерзлоту таять. Это может высвободить опасные и неизвестные накануне древние вирусы, против которых у людей нет иммунитета. В своей работе ученые сперва отобрали пробы вечной мерзлоты в нескольких местах в Сибири, возле устья реки Лена, в Якутии и на Камчатке. Тем временем в республике, по данным Роспотребнадзора, наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии. В целом по региону зафиксировали почти 9 тысяч случаев ОРВИ с превышением эпидпорогов заболеваемости примерно на 50%. В целом отмечают заболеваемость негриппозной этиологии с преобладанием метапневмовирусов. На территории Амгинского наслега с 15 ноября начаты рейдовые мероприятия по ответственному обращению с домашними животными. Рейдовые мероприятия проводят инспекторы ветеринарного управления совместно с отделом внутренних дел и администрацией наслега. В ходе подворового обхода проверяют соблюдение правил содержания собак, также проводят профилактические беседы с населением. При обнаружении беспривязанных и агрессивных собак уведомляют пункт передержки и привлекают хозяев к мерам административной ответственности. За год через пункт передержки проходит более 200 безнадзорных собак. На данный момент там содержится 85 отловленных животных. Проведены беседы с владельцами животных и выданы листовки об ответственном возвращении животных. Эти мероприятия будут проводиться ежеквартально во исполнении федерального закона. Мы продолжаем наш утренний эфир программы «Утро Якутии». До ухода на короткую паузу мы говорили с вами о Дне профсоюзного работника. И сегодня у нас в гостях Ирина Лылова. Она является председателем первичной профсоюзной организации Нерюнгринской центральной районной больницы. И мы говорим с вами сегодня вообще о работе профсоюза в целом. Да? Вот и следующий вопрос возникает. Да? А что вообще служит повышению популярности профсоюза? Вот сегодня все-таки молодежь охотно идет в ваши ряды или все-таки есть некий спад? На мой взгляд, для повышения популярности профсоюзов необходимо как можно чаще доносить всю информацию и осведомлять наших работников о полностью работе, которая достигается нашими профсоюзами. Именно их мотивировать и приводить в ряды членов профсоюза. Агитационную работу вести в молодых именно специалистов, показывать, какие у нас достижения, выводить спортивные и массовые мероприятия. Ну и, конечно же, поощрять наглядно наших активистов за то, что они проводят агитационную работу и мотивируют наших членов. А чему лично вас вообще научили годы работы в качестве лидера большого, такого дружного, очень активного коллектива? За эти годы я научилась быть мобильной и активной. Научилась эмоционально слышать каждого члена нашего профсоюза. Непосредственно обучилась юридической грамотности. И, конечно же, я научилась слышать и научилась слушать. И ведь именно это и является эффективным результатом нашей работы. Вот прям чувствуется такая речь настоящего профсоюзного работника, знаете, потому что вот вы прям вот любите подбодрить, вы любите направить, вот прям, как вы говорите, вы же не зря говорили о том, что нужно агитировать людей, да, нужно рассказывать о своей работе. И вас, послушав вас, сразу хочется вступить в ряды профсоюзных работников. Вот честное слово. Да. Ну, пользуясь случаем, вы можете поздравить своих любимых, дорогих коллег с этим профессиональным праздником. Пользуясь случаем, хочу поздравить, дорогие коллеги нашего профсоюза, единства и непобедимости, профессионального процветания. Ведь в единстве наша сила. Мы сильные, крепкие, и все у нас будет еще впереди. С праздником, дорогие! Спасибо большое, Ирина, что посетили наш эфир. Мы также желаем вам всего самого-самого хорошего. Ну и, конечно, еще раз с праздником вас. Спасибо большое. До новых встреч.
Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. И говорят про забывчивого человека. Говорят, что у него память, как у золотой рыбки. Но, как оказалось, эта фраза в корне неверна. Британские ученые выяснили, что золотые рыбки обладают не только хорошей памятью, но и сообразительностью. Эксперимент провели в Оксфордском университете. Рыбок помещали в специальный аквариум с черно-белыми полосками шириной 2 сантиметра. Ученые добивались, чтобы рыбка, проплыв определенное расстояние, возвращалась обратно за пищей. Сначала ее побуждали разворачиваться. Через несколько месяцев рыбка уже сама знала, когда и куда нужно повернуть. Как сообщил биолог, участвующий в эксперименте, рыбки намного умнее, чем мы думали. Они могут научиться различать цвета, и у них есть вычислительные способности. На втором этапе эксперимента в аквариуме поменяли стенки. На новых черно-белые полосы сделали их более узкими. В итоге рыбка проплыла нужное количество полосок, но дистанция при этом сократилась. Продолжая тему мира животных. Еще 10 лет назад собака в квартире была редким явлением в Египте. В мусульманской религии эти животные считаются нечистыми. Но сейчас ситуация меняется. Вместе с этим и, конечно, становятся актуальнее услуги ветеринаров. Египетский стартап помогает владельцам собак связываться с квалифицированными специалистами. Пользу получают и те, и другие. Ветеринарам не надо искать клиентов, а хозяин питомцев могут без опаски доверять ветврачам, сообщил основатель компании Vetwork. Стартап обслуживает 12 тысяч собак в Египте и еще 26 тысяч в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. С компанией сотрудничает 400 ветеринаров. Помимо этого, в Египте также открывается все больше зоомагазинов, которые торгуют импортными кормами. Кроме того, появляются салоны, предлагающие комплекс услуг по уходу за домашними животными. По мнению специалистов, отношение египтян к собакам меняется под влиянием фильмов, в которых главные роли, конечно, выполняют домашние питомцы. Также они видят в интернете информацию об известных личностях, у которых есть собаки. Кроме того, в последнее время некоторые мусульманские религиозные деятели выступают за то, чтобы не считать этих животных плохими. Видите, какая совершенно разная история. У нас собака – это лучший друг человека. А в мусульманских странах пока еще, видимо, возможно, не понимают всей сути этого прекрасного существа, как собака. Но мне кажется, мир меняется, и мы видим вот на примере этого сюжета, что, в принципе, и в Египте люди уже стали заводить собак. Ну а мы, как всегда, призываем беречь братьев наших меньших. А тем временем панды из московского зоопарка Дин-Дин и Жуи то ли оказались не в духе, то ли наоборот обрадовались первому снегу. В любом случае день у них прошел под девизом «Круши да ломай». Сначала Жуи с разбега разбил тонкий лед, которым покрыла его бассейн, а затем и Дин-Дин последовала его примеру. Однако панде это казалось мало, и она стала катать по вольеру бревнышки, ловко закидывая их в воду. В московском зоопарке отметили, что панды хорошо переносят зиму, поэтому данное видео, возможно, станет первым в хронике снежных приключений животных. Как замечательно, что сейчас многие зоопарки оснащены видеокамерами, видеонаблюдением, и мы можем видеть вот такие уникальные, редкие кадры, которые, конечно, вот нам, зрителям, которые смотрят «Утро Якутии», мне кажется, поднимают настроение. Ну а между тем мы продолжаем рассказывать о животных, которые находятся рядом с нами. И сегодня в нашей рубрике «Мой питомец» мы расскажем о том, как можно приучить собаку не есть, что попало. Так, порой догхантеры используют еду для борьбы с бродячими собаками. А на этот раз, конечно, иногда можно и домашнее животное попасться на тот самый плохой корм. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня со мной немецкая овчарка по кличке Кода. И поговорим на такую животрепещущую тему, как отказ от лакомства с земли. То есть, чтобы собачка у вас не подбирала ничего с земли. Сейчас это очень актуально. Вы, как ответственные владельцы, должны научить сначала собаку дома не подбирать с пола ничего, а потом уже переносите свой навык на улицу. Научить можно двумя методами. Я предпочитаю первоначально с мягкого метода,
то есть чтобы собака сама концентрировала на вас внимание, но на улице это не всегда работает. Порой вы не можете просто увидать кусочек, или собака не может отойти от этого кусочка, тогда и механический метод мы тоже используем. Начнем объяснение вам, как объяснить собаке, что не обращай на кусочек на полу, а обрати внимание на меня. Смотрите, что я делаю. Я разбрасываю кусочки на пол. Естественно, собака хочет, очень хочет. Я не дергаю, ничего не делаю, я просто стою. Просто стою и жду, пока он обратит на меня внимание. Вот он очень-очень-очень хочет кусочек. Но взять ему я не даю. Да! Нет, там нет. Главное, вовремя похвала. Да, да, супер! Вовремя похвала должна быть. Кода это делает вообще первый раз. То есть он хочет кусочек, он туда стремится, не понимает, что не так, и в какой-то момент он оборачивается на меня и говорит: мам, ну что такое? Я говорю: да, молодец. То есть обрати внимание на меня, у меня всегда вкусно, там всегда будет ай-яй-яй, будет плохо. То есть тут собака сама делает выбор. Хочу там, хочу, дотянуться не могу, оборачивается на хозяина, говорит: ну в чем дело-то, а почему не могу дотянуться? И в этот момент вы говорите: да, у меня еда, у меня вкусно, а там будет плохо. И вот так вот вы учите дома. Это сейчас он концентрирует внимание на лакомство на полу. И очень мало концентрирует внимание на мне. Он делает это упражнение вообще впервые в жизни. Но когда собака научена, она очень быстро видит кусочек, сразу разворачивается на вас. И вы хвалите здесь, возле себя. Ничего не позволяете поднимать с пола. Потом вы с этими же кусочками выходите на улицу и разбрасываете еду на улице. Куда? Встань-ка. Вот. Разбрасывайте еду на улице. Но на улице не всегда собака может отвлечься, особенно собака, которая нюхач и прям очень-очень желает лакомства. Самое эффективное – это одеть глухой намордник, который будет прям перекрыт, пластиковые намордники, такие, у которых прям нос закрыт. И собака ничего не может не слезать, не подобрать. Это самое эффективное. Механический метод. Вы проходите мимо лакомства, собака тянет туда, вы делаете рывочек, говорите «нет». И как только собака обращает на вас внимание, вы даете кусочек. Нет. Супер! Молодец. Это труд, это терпение, должно время у вас быть. С первого раза не научится собака вот эту. Но если это делать постоянно, в голове вашей собаки будет: возле мамы хорошо, или возле папы, возле хозяина, а где-то там плохо. И до тех, до кого не доходит, что там будет плохо, значит, должно быть плохо, должен быть жесткий рывок. С командой «нет», либо с командой «фу», кто что произносит. Вот. Вот собачка сконцентрировала внимание на мне. Говорит: я с тобой, меня там ничего не интересует. За что она награждается? Говорю: да, молодец. Куда? Ай, супер пес. Молодец. Ну а на сегодня у нас все. И до следующей встречи в эфире. Куда? Рядом. Да. Сегодня в Якутии отмечается День Аланхо. В 2005 году якутский героический эпос был признан шедевром ЮНЕСКО. Что изменилось с тех пор? А что современный человек может подчеркнуть из древнего эпоса? И почему сегодня так важно изучать Аланхо с самого раннего детства, узнавала Туяра Филиппова. Вместе со мной и... Нерюнгринские школьницы под руководством своего наставника Маргариты Поповой старательно разучивают отрывки из якутского эпоса. Несмотря на сложность воспроизведения не только архаичного текста на якутском языке, но и восприятие смысла, девочкам это интересно. Мне нравится исполнять Аланхо и участвовать в разных художественных конкурсах. Аланхо развивает мою фантазию, память, воображение. Дети, исполняя Аланхо, глубже погружаются в культуру и традиции народа Саха. Если дети знают традиции, обряды, язык, литературу народа, носителем культуры которого они являются, они и становятся патриотами. Они любят свою родину, они пропагандируют знания о культуре родного народа. Также эпос помогает лучше понимать и интересоваться культурой других народов, проживающих рядом. Исследователи эпосов отмечают, что с момента, как якутское Аланхо было объявлено шедевром ЮНЕСКО, интерес к нему возрос во всем мире. Это очень важно. Народов последние годы
многие страны, особенно турецкие страны, возвращаются к своим истокам, к своим традициям. Это и есть основа нашей современной идеологии. В период, когда идет глобализация, цифровизация, чтобы не теряться в этой огромной глобализации, мы должны войти в эту глобализацию с сохранением своей собственной культуры, своих эпических произведений, которые объединяют народ. Ну а для самого якутского народа Аланхо не только, как его называют, энциклопедия жизни, но и способ сохранить, обогатить якутский язык. Ведь под влиянием других языков и процессов урбанизации любой язык подвергается ассимиляции и беднеет. Лексика Аланхо – это же большой кладезь, это богатство. Почему, например, в Аланхо конь – это божественное животное, а корова, которая нас кормит, она земное животное. Почему они так разделяют? Там очень много знаков, символов, очень много сакрального. И вот традиционные наши обряды тоже полностью там описаны. Как должен проходить исых, там тоже есть. Поэтому для современного человека Аланхо может стать ориентиром и основой для воспитания моральных и нравственных ценностей, их мерилом. После 2005 года у нас же такое большое движение в республике. Прямо с детсадовских лет уже детей учат, стимулируют их учителей. Поэтому это движение у нас уже массовое. Если раньше Аланхо исполняли преимущественно мастера слова, аланхасуты, то сегодня его охотно исполняют и дети, и молодежь. Появились даже популярные компьютерные игры с героями Аланхо. И это хорошо, считают исследователи. Значит, эпос живет и развивается. Чем больше и шире это будет происходить, тем легче нам, современным людям, будет находить точки опоры в этой жизни и искать истины не в насаждаемых Запада ценностях, а в наследии своего народа, своей родины. Уруй айхал болун, уруй туску болун, архагытантихинных, агынагасаналах, айхан аймхын аттах ортугар, кюксүттентихинных, кемускесүрехтых, күнеркен ухун, кустех ортугар. Туяра Филиппова, Артем Алексеев, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Якутск, Нейрюнгри. И сейчас о возможностях этого искусства мы поговорим с гостем студии. Это старший научный сотрудник научно-исследовательского института Аланхо Северо-Восточного федерального университета Раиса Васильевна Корягина. Доброе утро. Доброе утро. Раиса Васильевна, какие мероприятия пройдут сегодня в день Аланхо в нашем университете? Ну, пользуясь моментом, я хотела бы поздравить всех жителей нашей республики с Национальным днем Аланхо. И стало уже доброй традицией, каждый год проводится целая республиканская декада, проходит очень много мероприятий. И я хотела бы призвать жителей города, жителей республики принимать активное участие в этих мероприятиях. Ну, мероприятия, посвященные Дню Аланхо, у нас начались задолго до сегодняшнего дня. Например, 20 октября уже был объявлен республиканский конкурс научно-популярных работ Аланхасуты Якутии «Хранители эпического наследия». И в этом конкурсе могут принимать участие все желающие. Мы распределили участников по 3. При выведении итогов мы будем распределять участников конкурса по 3 возрастным категориям. Первая категория – это учащиеся школьники с 8 по 11 класс. Вторая, значит, группа – это студенты СУЗов и вузов. И третья группа – это взрослое население. Победители конкурсов получат дипломы 1, 2 и 3 степени. И ценные призы я хотела бы назвать сотовые телефоны, планшеты, умные часы. Какие у вас хорошие подарки, да, замечательно. И это вот тот самый конкурс про аланхасутов, да? Уже появляются заявки, у вас уже есть участники. Да. Много ли отзывов? Появились уже работы, мы их внимательно изучаем. Этот конкурс проводится целью выявления новых сведений о жизни и творчестве аланхасутов Якутии. Потому что, как известно, вот в прежние времена в каждом наследии было по несколько аланхасутов. И не все они охвачены
известно, да, да. в истории. А какая работа ведется сегодня в университете по изучению Аланхо в целом? Ну, ведется в университете, конечно, эта работа в основном ведется научно-исследовательским институтом Аланхо, который я представляю. С прошлого года мы работаем над научно-исследовательским проектом, который называется «Эпические памятник нематериальной культуры якутов. Текстологические, типологические, когнитивные и историко-сравнительные аспекты». И этот проект у нас продолжается 3 года. Вот нынче это 2-й год, и в следующем году тоже будем работать над этим проектом. Так, А подобные проекты, да, какие? Основная цель? Да, цель вот этого проекта – это комплексное исследование Аланхо и получение новых знаний, опять же, в области изучения фольклора, культуры, языка и истории якутов из массива эпических текстов, записанных в течение XIX и в начале XX веков. Раиса Васильевна, а вот если говорить простым языком, да, работа научная – это же огромный процесс, да? Вы собираете какие сведения? Исторические сведения, да? Посещаете различные деревни? Или как вот вы составляете ту самую научную работу? Ну, мы ведем не только научную, но и научно-организационную работу. Например, вот в последние годы тоже каждый год в каждом другом улусе проводится исыхи Аланхо, да? Мы занимаемся научным сопровождением вот этих исыхов Аланхо. Для этого, например, в этом году прошел исых Аланхо в Верхневилюйском улусе, а мы, подготовительная работа в нашем институте началась задолго до этого. В 2018 и в 2019 году были проведены фольклорные экспедиции с выездом наших сотрудников в этот Верхневилюйский улус. И, значит, сотрудники ходят по домам и записывают разные сведения у старожилов. То есть опрос такой некий, да? Да, в каждом наследии есть свои старожилы. И мы собираем сведения не только про Аланхо, но и про другие жанры фольклора. Предания, истории, легенды о разных силачах или о людях, которые обладают какими-то способностями. Ну, то есть это все происходит больше в устной форме, да? То есть вот вы общаетесь со старожилами, а потом записываете. Потом приезжаем, и начинается уже наша кропотливая научная работа. Все это расшифровывается, все это печатается на бумаге. И по результатам этих фольклорных экспедиций институт издает книги. Например, в этом году было издано 2 книги вот, по Верхневилюйскому улусу. Үйе бүлі улуғын сүрбей бис үйелер кирбейлерігер Аланхолары. Это, значит, Аланхо 20 и 21 века Верхневилюйского улуса. Да? И 2-я книга «Қабытта берген Мақсағолдай Батыр Күнербие». Это тексты Аланхо, одного из Аланхо сута Верхневилюйского улуса. Раиса Васильевна, а можно ли сказать, что какой-то вот определенный улус богат вот именно какими-то фактами такими, либо количеством вот тех самых людей, старожил, кто знает много из Аланхо? Ну, именно утверждать, что какой-то улус мы не можем, потому что в каждом улусе есть свои интересные люди, интересные сведения об этих людях. А как молодежь нынче заинтересована, нет, к Аланхо? И вот мы видели сейчас в сюжете, да, девочки маленькие пытаются, да, получить навыки, значит, песнопения такого, да, достаточно сложного, да. Вот что вы делаете для того, чтобы популяризировать, да, Аланхо у молодежи? Ну, это одна из тоже задач работы нашего института, популяризация, распространение научного понимания, вот, духовного потенциала Аланхо, особенно среди подрастающего поколения. В прошлом году наш университет выиграл грант Российского фонда национальных языков, и мы разработали электронное приложение для телефонов Android и айфонов. Читаем, слушаем и изучаем якутские эпосы Аланхо. И в этом приложении мы
записали текст Аланхо, и любой может скачать это приложение. Вот оно нацелено, адресовано, конечно, для молодых. И там есть текст Аланхо, можно прочитать, можно включить аудирование, прослушать диктор Аланхо на русском языке, на якутском языке. И в этом тексте выделены слова непонятные для современной молодежи. И когда вот нажимаешь на это слово, сразу выскакивает объяснение, разъяснение этого слова. То есть с помощью новых технологий, вот как-то по-современному, да, Да. можно ознакомиться с Аланхо и познать для себя что-то новое. Да, мы пытаемся сделать, ну, как-то тоже подавать по-современному материал Аланхо. Раиса Васильевна, спасибо большое вам за участие в нашем эфире. Мы поздравляем вас с праздником, с Днем Спасибо. Аланхо. И, конечно, мы верим в то, что ваша работа, она, конечно же, найдет свой вот этот отзыв и отклик у большинства жителей нашей республики. И, конечно же, это благое дело. Спасибо вам. Хорошо, спасибо. Как сказала Раиса Васильевна, сегодня с помощью гаджетов изучают даже Аланхо. Ну а вот как поставить статус в WhatsApp, оплатить коммуналку или сделать перевод через мобильное приложение, всему этому и даже большему обучают людей пожилого возраста города Покровска. Консультации по мобильной грамотности для пожилых людей проводят работники Центра культуры. Подробнее об этом в сюжете Виолетты Засимовой. Идея проведения консультаций по мобильной грамотности для пожилых людей зрела у работников Центра культуры Саргейт-Гульгете еще с начала пандемии, когда все ушли в вынужденную изоляцию. Особенно строгую ее нужно было соблюдать старшему поколению. И вроде как для них проводились онлайн-мероприятия, но бабушки и дедушки не могли элементарно увидеть объявление о проведении этих мероприятий. И мы столкнулись, что они даже не знают, где смотреть, где можно где-то пообщаться. Получается такой дефицит общения. А все это выяснилось даже среди наших работников, что даже наши работники не знали, как пользоваться со всеми вот этими прелестями наших современных приложений и гаджетов. Первая консультация по мобильной грамотности состоялась в этом году в начале ноября. Она была вводной. Консультанты выясняли, какими приложениями пользуются пожилые, рассказали о других мессенджерах помимо WhatsApp, научили сохранять контакты на мобильном устройстве, ставить и просматривать статусы и так далее. Очень хорошо объясняют, каждому подходит, это вот мне нравится, исправляют. Конечно, мы сразу все не ухватываем. Второе занятие состоялось на днях и началось с закрепления знаний, полученных ранее. Далее взялись за освоение голосового ввода текста и видеозвонков в WhatsApp. И самое сложное – онлайн-оплата счетов за коммунальные услуги. Для этого желающие принесли свои книжки по оплате за газ или электроэнергию, и им наглядно показали, как оплатить счета, не выходя из дома. И я очень рад, что этих много пожилых, скажем так, да. Мы стареем, наверное, но не хотим остаться от этих молодых или что от жизни, скажем так. Ага. На следующее занятие подойдете? Наверное, если не забуду. Консультации по мобильной грамотности проводятся по возможности раз в месяц, в зависимости от графика работников Центра культуры, так как на одном занятии необходимо присутствие не менее 3-4 консультантов. Здесь, конечно же, один человек тут не может все охватить, потому что каждому надо рассказать, показать. Практически здесь задействованы почти все специалисты Центра культуры. Например, сегодня у нас здесь задействовано 5 человек. И мы каждому подходим, как вот в школе, каждой партии, можно так сказать, и все показываем дословно. И обязательно, конечно, на практике, чтобы они сами нажали, тыкнули, потому что сам пока не нажмешь, не поймешь. На следующую консультацию планируют привлечь сотрудников офиса «Мои документы», чтобы они подробно рассказали о возможностях портала госуслуги и показали, как им пользоваться. Ну а дальше начнется освоение Телеграма, ВКонтакте и других мессенджеров и социальных сетей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.
Впереди 2 дня выходных. Если вы еще не запланировали, куда можно сходить со своими родными, то мы предлагаем вам посетить Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. Ну а тем, кто любит искусство, мы каждую пятницу в нашей рубрике «Музейный гид» рассказываем об экспозициях, которые выставлены именно там. Тимофей Андреевич Степанов, художник-живописец, реставратор, очень яркий, самобытный художник, который вписал свое имя в историю изобразительного искусства Якутии. Его называли Аланхасутом в живописи. Он родился в 1943 году в Сунтарском улусе, в селе, в котором было очень много именитых сказителей, аланхасутов, повествователей. И вот, видимо, как какая-то космическая такая связь была при его рождении, он впитал в себя этот дух нашего эпоса Аланхо. Ну, к сожалению, при родах умерла его мама, и он воспитывался в детских домах. Но он с 3 лет всегда ходил с карандашом и с углем. Его часто за это ругали, потому что, как говорили, портил имущество. Но он был очень нацелен на то, чтобы стать художником. И окончил художественное училище в городе Якутске, Ленинградский институт имени Репина, живописное отделение, но затем перевелся на отделение реставрации. И в Национальном художественном музее он проработал около 30 лет. И мы очень благодарны этому человеку, который, как мы говорим, вылечил около 300 полотен современных, якутских, русских, западноевропейских художников, дал им второе дыхание, вторую жизнь. И в свободное от работы время он, конечно же, писал свои картины. Он писал свое отношение к эпосу Аланхо. Это был его мир, такой притягательный, образный, красивый, яркий. И сейчас мы находимся в экспозиции, где представлены его полотна на эту героическую тему, где всегда есть добро и зло, как нижний мир, да, по верованиям якутов, и верхний мир с божествами Аи. И всегда добро побеждает. И вот все его полотна, они такие очень детально прописаны. И когда к нам приезжают гости из других городов или стран, им сразу становится все понятно. Потому что они видят философию якутов, да, мышление, видение. И, как говорил сам Тимофей Андреевич, что в том селе, где он родился, тогда господствовало божество Уран, которое, оказывается, наталкивает людей, да, на творчество. И вся его творческая деятельность, она была посвящена именно вот этой одной теме – эпосу Аланхо. Когда его супруга говорила: «Тимофей, почему такие большие полотна? Можно ведь и поменьше писать, да? Их легче перевозить». На что он отвечал: «Это эпос, это история, это традиции, по-другому никак нельзя». И ушел он из жизни в 2005 году. Это именно тот год, когда наш якутский героический эпос Аланхо был признан ЮНЕСКО мировым шедевром человечества. Там несутся по глади степей табуны низкорослых коней. Там, в степях, далеко-далеко, кто-то первым пропел Аланхо. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, Якутия! Мы продолжаем освещать самые заметные события.
Поддерживая проведение спецоперации, жители Алданского района продолжают помогать военнослужащим, которые были призваны в ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Искренние и теплые письма с пожеланиями скорее вернуться домой отправляют их маленькие земляки. А неравнодушные взрослые собирают для бойцов гуманитарные грузы. Посылки отправляются в части, где солдаты проходят подготовку и в зону спецоперации. Помощь предоставляется и семьям мобилизованных. Это в первую очередь социальные меры поддержки, включающие единовременные выплаты, и государственные гарантии для детей и родителей. Содействие близким мобилизованных оказывается и в решении ряда частных вопросов. 24 февраля, после начала специальной военной операции, тогда еще на территории Украины, вот эта возросшая русофобия со стороны западного мира, которую можно даже назвать оголтелой, снос мемориалов и памятников воинам-освободителям, отмена русской культуры. И вот после таких действий со стороны бывших наших партнеров, наверное, уже ни у кого не возникает сомнения о правильности проводимой специальной военной операции на территории Украины, а сейчас уже на новых территориях Российской Федерации, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожских областей. На территории Алданского района в полной мере оказываются поддержка и реализуются меры, которые объявлены главой нашей республики в соответствии с указом о мерах поддержки семей мобилизованных. Но кроме этого мы постоянно находимся во взаимодействии с семьями военнослужащих, которые были призваны и мобилизованы. И те вопросы, которые у них возникают, бытовые вопросы, финансовые, мы вместе с ними пытаемся быстро решить. Материальную помощь мы тоже оказываем. Наши волонтеры оказывают помощь одиноко проживающим гражданам с детьми и семьи, которых были призваны мобилизованные. Каждый вопрос решается в индивидуальном порядке при обращении к нам. Госдумой принят закон, согласно которому россияне смогут оплатить образовательные услуги для детей из средств материнского капитала в электронной форме без справок. У родителей появится возможность проводить оплату без предъявления договора, заключенного с образовательной организацией, а Пенсионный фонд России будет сам собирать нужные данные. Законом также устанавливается, что при направлении средств маткапитала на первый взнос или погашение основного долга по займам на приобретение жилплощади, кредитные, потребительские или сельхозкооперативы должны соответствовать требованиям Банка России. Правительство Якутии утвердило обновленные правила предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство жилья многодетным семьям, в которых одновременно родились 3 и более детей. Учитывая, что мера поддержки демографическая, выплату будут предоставлять без учета критерия нуждаемости, то есть сведения о постановке на учет семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления не потребуется. Методика расчета размера выплаты, напомним, это 35% от стоимости жилья, приведена в соответствие с условиями для многодетных семей с 5, 10 и более детьми. К этому часу это все новости. Хорошего дня! Вот таким было утро пятницы. Мы благодарим всех, кто ежедневно встречает это утро с нами, с программой «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Ну а уже на следующей неделе мои коллеги вновь постараются сделать каждое утро позитивным, радостным, ну а самое главное, таким насыщенным, полезной информацией. Ну а завершим мы наш пятничный эфир, конечно же, традиционным таким музыкальным приветом. Сегодня это будет «Прокати нас, Петруша, на тракторе». Исполняет народный ансамбль русской песни «Коробейники». Слова Ивана Молчанова, музыка Владимира Захарова. Снят этот клип в Намском Улусе. До новых встреч!